Згадайте, разгадайте, я вандрую, як циганка. Дайте ручку, погадаю, я вандрую, як циганка. Дайте ручку, погадаю, причарую без принуки до себе и дайчины. Вы целуете мне руки, руки стомленной женщины. Вы целуете мне руки, руки стомленной женщины. Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікім кінавідэафондам Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з яркім, самабытным, цікавым чалавекам, таленавітай спявачкай і музыкантам, аўтарам шматлікіх песенных кампазіцый, заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь Надзеяй Мікуліч. Надежда, добрый день! Добрый день. Я рада приветствовать вас в нашем кинозале. Сейчас мы начали нашу программу с того, что вместе с телезрителями посмотрели фрагмент выступления. Это песня «Я артистка». Скажите, пожалуйста, а когда вот вы уже осознали то, что да, вы артистка, и без сцены дальнейшая ваша жизнь уже не представляется? А если зайти далеко-далеко в детство, да, вот когда я была еще маленьким ребенком, я уже говорила, что я артистка. Все же всегда делают так маленьких на стульчик для гостей. Или стишки, да, или песенки, да, но да, что-то да. должно быть. Вот. Я все время пела. И все время, когда спрашивали меня взрослые, кем ты хочешь стать, я говорю, хочу быть артисткой. Но самое интересное, что я не только пела, я очень любила смешить людей. Я очень смешно хохотала. И вот когда собираюсь, я так хотела, чтобы они посмеялись, начинала хохотать. Вот, ну все равно же артистка, понимаете? Пусть это цирковой жанр, что ли. Вот. Вообще хотелось быть балериной. Меня мама водила в балетную школу, это было в Донецке еще, когда мы там жили в первом классе. Ну, там со страху у меня ничего не получилось, я не станцевала дома, хотя вот танец маленьких лебедей, все у меня получалось. А там что-то испугалась. Когда я уже стала в школе учиться, у нас был урок пения, и мне оказалось, что я буду учителем пения. И в итоге я закончила училище как учитель пения и пошла работать артисткой. Скажите, пожалуйста, вот следующий фрагмент, к которому мы обратимся, мы также его нашли в наших фондах, это ваше выступление, это песня «Горят костры далекие», и там вы рассказываете, что, по сути дела, ваша карьера артистическая, певческая, началась в 3 года, как рассказывала ваша мама, и, в принципе, ну, как скажем, с ее легкой руки. Ну да, это вот ее любимая песня, я ее выучила, вот с детства я ее все время пела, и я даже не думала, что я ее вынесу на большую сцену. Горят костры далекие. Брат мой родной. На большом экране не видела. Купается, поем все вместе. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. А парень с милой девушкой на лавочке прощается. Глаза у парня ясные, как угольки горящие, не то чтоб очень ясные, ну, в общем, подходящие. Не то чтоб очень ясные, но, в общем, подходящие. Надежда, вы сказали, что на большом экране никогда вот не видели, конечно, да, эту песню. Конечно. А какие чувства сейчас? Ой. Песню-то вы уже говорите, какое-то время не исполняете. И мне прям вот сейчас захотелось, вернуть эту песню, потому что действительно она очень хорошая, и зал же поет. Прелесть. И вот и танцоры тогда нашлись у меня, так все в жилу, что называется. Потом маму увидел, уже 15 лет, как нет мамы. Братик молоденький еще, сейчас уже весь седой. Знаете, как время идет. Да и я тоже не.
Ну вот у нас получается, что вроде бы архивы Белтелерадиокомпании, да, но в то же время семейные архивы. Ну, Семейные получается, архивы да. наших гостей. Надежда, Да, скажите, пожалуйста, ну вот мы договорились о том, что будем перебирать, скажем так, страницы вашей творческой биографии, истории вашей жизни. Вы учитесь в музыкальном училище. Музыкально-педагогическое. В музыкально-педагогическом училище. Вы принимаете участие в ансамбле, вы выступаете в «Чаровницах», Да, правильно? да. И где-то в этот же период приезжают молодые верасы, им срочно нужна солистка. Вот, скажем так, это предыстория. А расскажите, как вот подробно Как это всё было, да? Вот действительно, мало того, что солистка, им нужна была играющая на гитаре. А когда они пришли к нам знакомиться во дворец текстильщиков, знакомиться с чаровницами, а я играю на бас-гитаре, я играю на акустической гитаре и плюс пою. 3 в одном. Где такую найдешь в то время-то? Вот. И вот поэтому они меня год ждали. Ну, делегация была домой к родителям сразу, потому что... А почему ждали год? Вы были несовершеннолетние? Нет, Или в чем мне дело? год Тут еще разные. оставался всего лишь учёбы. навсего нужно было доучиться, чтобы получить диплом. Конечно, конечно. Я в 72-м вот закончила, а мне год надо было еще Ну, закончить. диплом, да, это важно. Поэтому, ну что, вы 3 года Образование, отучиться, 4-й год конечно. осталось. Папа, мама говорит, категорически, вот закончи тогда. Можете представить, как мое настроение год? Ну, за год можешь найти. А верили, да, в то, что дождутся вас или нет? О, я представляю, наверное, сомнения были. Ну, были, конечно, были. Я нервничала, Да, еще тогда часто прослушивания устраивали. Для меня студенточки, ну, сначала один начальник хотел послушать, а второго не было, там, допустим, второй худрук эстрады, допустим, музыкальный руководитель, дирекция, там все такое. Я раза 3 приезжала на прослушивание. Каждый раз все всем нравилось. Но когда я приезжала на прослушивание, ни разу верасов не было. Они все время были на гастролях. Я же вообще мечтала. Ну, боже, я приеду, тоже поеду на гастроли. И я когда приехала устраиваться, они опять-таки, они были на Сахалине. Край земли. Да, представляете? Ну, все это было потом у меня тоже. Вот так что вот так. А что вы на тот момент знали о верасах? Ну, молодой, Ничего. популярный коллектив. Нет, он был еще не Просто популярный. хотелось. Просто хотелось это на профессиональную сцену. А ведь это был женский ансамбль Да. «Верасы». Играла я на гитаре, Ядя на клавишах, Люцина на бубне и Люда Исупова на флейте. А музыканты у нас стали меняться каждую поездку. Вот. Но это было все при заслуженном артисте Эдуарде Мицуле. Мы нашей командой подобрали много, мне кажется, интересного из того, что нашли в наших фондах. Раскопки сделали хорошие. Да, мы основательно подготовились, поэтому я интересно. предлагаю вновь обратиться к экрану. Я, когда слушаю, мне всегда прям сердце сжимается. У меня такой голос был. Сейчас запою чистенький, такой звонкий. Неужели 7 звонких нот в тишине могут стать только воющим звуком? Неужели 7 нежных цветов радуги могут стать только одним цветом — черным? Рощи белые белит мороз, и одежка бела уберет. У меня моя дочка, когда смотрит этот ролик, она всегда плачет. Ей так нравится, ей вот, наверное, от того, что нравится, поэтому моя молоденькая так ничего, вроде девочка была. Да, Как и сейчас. да, И тоже с гитарой. да, и вот эта гитара Супер. сейчас у моей дочки. И вот я ей отдала эту гитару, это самая первая гитара была моя. Почернел белый дом от огня. Белым путь снег, и чистым белым путь снег, искристым белым путь снег, и там путь белый. Белым путем, под небом теплым путем, и с хлебом белым путем, не обгорелым. А польют голубые дожди, после них пестрой радуги жди. Зелен луг и желтеют стога,
совсем не велик шар земной. Белый, желтый он и голубой. Вспыхнет где-то кровавый пожар, черные пачкают жар. Ну, у нас почему-то считали ансамблем политической песни. Нам приходилось часто бывать на фестивалях, на политических. Наверное, поэтому мы и готовили такие песни. Вот были в Болгарии фестиваль Ален Мак. Значит, выучили на болгарском языке песню. Ой, даже в поезде, когда ехали туда. Она была на русском языке. «Красные маки» у нас была песня. А с нами ехала девочка, она написала нам куплет прямо в поезде на болгарском языке. И мы уже один куплет на русском, другой на болгарском. И в Болгарии, там, да, в Софии, мы записали пластинку. И уже на пластинке звучало на болгарском языке. Вот так. Ну и потом в Финляндию мы ездили на фестиваль политической песни памяти Виктора Хары. То есть вот как-то так у нас вообще была одна программа полностью. И ехал я из Берлина, мы пели. И на немецком «Drum links 2, 3», «Drum links 2, 3». Да, на немецком, на французском, на итальянском, «Guantanamera». То есть, как говорится, песни прогрессивной молодежи мира. Надежда, вы уже упомянули о том, что основоположник, основатель Верасов, Да. Эдуард Мицуль. Да. Мне когда-то посчастливилось на «Золотом шлягере» познакомиться с Эдуардом Да. Мицулем. И тогда я впервые услышала, ну, как-то вскользь немножко от коллег о том, что да, начало Верасов положил именно Эдуард Мицуль. И не только Верасов. Вот Он расскажите. же положил начало и песнярам, то есть Лявоны работали с Мицулем. Вот, и они уже выросли, как бы при нем же выросли, стали песнярами, отделились. Также Верасы. Он приезжал в Гродно же, уже когда я работала в Верасах, вот, он приходил к нам в гости к родителям. Мама, папа попросили его спеть. Мало его записи осталось, к сожалению. Мы сначала с ним работали как аккомпанирующий состав. Вот, и несколько номеров сольных выходили, пели девочки. Вот, многоголосие. Мне так нравится многоголосием петь. Мы пели практически везде. В автобусе, в гостинице, в поезде, где только не было. Пауз у нас не было. Поэтому мы чистенько пели. У нас же все концерты были живые. Это сейчас вот живой звук. Тогда не надо было писать живой звук. Потому что мы приезжали со своей аппаратурой, со своими музыкантами, и все это все вживую. До такой степени чисто. Я поражаюсь сейчас этому, потому что нахожу вот эти записи именно с концерта, запись с концерта, как студийная. Вот так чистенько, так все красиво, много голосов, вообще ну, просто шикарно. И, значит, вот с Мицулем мы начинали, работали, и на Алтай ездили, в общем, по Советскому Союзу, по всему. Вот. А когда уже смогли работать самостоятельно, мы поехали на всесоюзный конкурс артистов эстрады, это был 1974 год, и мы там стали лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Все, и нам возможность работать сольный концерт. То есть 2 отделения. Мы вновь обратимся к Да. экрану. Это запись 1977 года. Ансамбль в это время тоже в зените славы. Ну да, мы после конкурса, в общем-то, звучали очень. Мне так не хватает этого голоса сейчас. У меня он понизился, я пою в низкие партии, низкие. Но так хочется иногда вокалист, вот залезть туда. А нет, пропал, все. Позову, и вдруг оно нахлынет холодком колодцев и крениц, сладковатой горечью полыни, пересвистом и волпесенниц, чтобы вновь над чистою водою золотистой солнечной пыльце мне увидеть маму молодою, ни одной морщинки на лице. Мы эту
песню разучивали, и вот доходили до вот этих слов, мне повидеть маму молодую. Так, мужчины все уходили курить, девочки все со слезами стояли, плакали. То есть до такой степени трогало нас всех вот это вообще. Мне повидеть маму молодую, ни одной морщинки на лице. В зале всегда плакали люди, представляете? А когда видишь слезы в зале, у нас тоже тут ком в горле, и слезы. Ну, это хорошо. Это хорошо, когда вот так чувства передаются друг другу. Слезу смахнет украдкой, простоит досуги травы детства пахнут сладко-сладко, остается горечь на губах. Когда мы репетировали, вот это у нас был репетиционный период, он проходил в клубе глухонемых. Вот стояли на сцене, пели. И мой муж, будущий, пришел в зал. А расскажите эту историю поподробнее. Вот интересно, да, зашел. Вот как вы мне говорит, встретились? Вот творчество связало вас, музыка. Музыка нас связала, да, интересно, конечно. Заходит такой, мы, значит, нам нужен был рабочий. Он по-другому потом красиво назывался, монтажник сцены или что-то такое вот. Вот, заходит такой красивый парень в белом плаще, аккуратненький такой, а мы на сцене там все. Исупова: о, мой мальчик. Я говорю, интересно, почему твой? А может, мой? И вот он начал, значит, приходить на репетиции, а мы после каждой репетиции начали ходить в кинотеатр. И я, конечно, старалась рядышком с ним сидеть. Ну, а кто рядом, кто с кем сидит, тот того и провожает. Вот, короче говоря, допровожались. Покохала я хлопчину на свою беду, кожний вечір від кручини місця не знайду. Апетит зовсім згубила і згубила сон, і сказать не маю сили, як мне любий он. Ой, бяда, бяда, що робить, як жить, ніби у вір вода, молодость бежить, засыхаю я, як травиночка, без тебе моя половиночка. И он подыдет, усмехнется, скажа нечто у жарт. Сердце бедненькое бьется и кидаю жар. Так и тягне притулиться, не дышу, живу. Это ж треба так влюбиться, стратить голову. Ой, беда, беда, что робить, як жить, ніби у вір вода, молодость бежить, засыхаю я, як травиночка, без тебе моя половиночка. Надежда, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что нравилось исполнение на голоса и очень скрупулезно подходили к репетиционному периоду. А расскажите, кто писал аранжировки, кто подбирал песни, что немножко кухни больше расскажите. Ваше участие в этом. Так, сначала, ну, то есть у нас в основном занималась с нами Ядя. Она расписывала, многоголосие расписывала, она проводила репетиции. У нас тогда был руководитель, сначала Толя Гилевич. Ну, то есть, как музыканты менялись, музыканты с руководителем приходили. Вот. Толя Гилевич, он потом в песнярах работал. Потом Юра Ромашевский. Но эти руководители... Ну, Толя занимался с вокалистом, Юра Ромашевский нет. Он сидел, в основном сидел на сцене, играл на гитаре, а Ядя проводила репетицию. Мне очень нравилось, когда Ядя занимался. Да. Уже после всесоюзного конкурса появился Вася Раинчик. Там уже дальше репертуар Василий предлагал что-то свое. Он там начал писать, например, песни «Чур-чура», которую мы с Леней вот исполнили. Это Васина песня. Вот. Ну и там дальше уже, конечно, уже с нами работал Василий. Но все равно чистота звучания, это все на Яде было, потому что у нее абсолютный слух, и не дай бог там понизить. Да, не дай бог. И вытачивались, и все мы чистенько, да. Надежда, скажите, пожалуйста, ну вот снова вспоминая 1974 год, вы становитесь лауреатами конкурса, и именно в то время с голубого экрана по радио звучат это и «Завируха», да? Нет, это не то время, это намного позже. Это позже. Вот эти песни становятся безумно
популярными. Да, но тогда мы пели, у нас было танго, по-моему, дядя Ваня, эх, Андрюша, вот Да, такие вот да, песни. да, да, да. Это позже пришли Завируха, А Малиновка, ее время когда было? Малиновка Позже? это начало 80-го. Как мы ее записали? Мы писали пластинку в Москве. Вот на- она же у нас в студии, правильно? Эту? Ну да, на фирме «Мелодия». Вот не хватало у нас по времени, не хватало одной песни. И прямо там вспомнили, то ли Раинчик, то ли я, и, наверное, Раинчик вспомнил, что у него где-то в загашнике лежат ноты Малиновки. Вот, и буквально там уже это все и на студии делалось. И придумали эту свистульку, которой Ядя ходит, дует. Оно это самое смешное, что Ядя говорит, что сначала свистульку дали мне. А я когда начала дуть, там она заправляется водой. Брызги летят, а мы же знаете, как тушь ленинградская была. Ой, не дай бог в глаз попадет, все. Густо наложено. Это не то слово, но зато ресницы вот такие. Вот такие, конечно, взгляд яркий. Это обалдеть, да, но если в глаз попадет, все. Поскольку у меня, я вся заливалась водой, я говорю, все, я не буду. Отдали Яде, а у Яди очки, и не страшно. Вот, поэтому она так и осталась, этой свистулькой. Сделали аранжировку, записали эту песню. Мы вообще не думали, что она станет такая популярная. До концерта, потом, когда уже на концерте спели, все, зал с ума сошел, мы по 2, по 3 раза ее пели. Когда я родила дочку, я родила в ноябре, а где-то спустя несколько месяцев ансамбль «Веросып» получил звание лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Газета «Комсомольская правда» мне попадает в руки, я читаю интервью с Василием Раинчиком, и он рассказывает, что Надя Урмикулич ушла, а надо было записать песню «Малиновка», вот искали солистку, нашли Надю Дайнеко, и была потом еще Света Скачко. Кто из них там, кого он имел в виду, я не знаю. Я приехала получить диплом этот вот. И концерт Веросов во Дворце спорта, это все. Я сидела с директором эстрады на репетиции. И, значит, вышли Веросы и поют Малиновку. Директор мне говорит: Надь, слушай, они нашли такую солистку, голос точно как у тебя. Я говорю: Леонид Алексеевич, так это же мой голос звучит. И они все время проработали с моим голосом. И Вася после этого говорит, что он искал солистку. Понимаете? Я в 80-м уже ушла, а эта песня года была, она писалась на Востанкино, и меня уже на экране не было, но голос был мой. Малиновки, заслыша голосов, припомню я забытые свидания в 3 жердочки березовый мостов, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. А помнишь ли неведомо куда, и камушки у берега качали, и пела нам Малиновка тогда, о том, о чем-то просто мы молчали. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Я когда ушла из Веросов, у меня изменился голос. У меня понизился, я не могу петь высокие партии. Но я всегда отшучиваюсь на сцене, что говорю, голос тоже потолстел. Вот. Поэтому я петь эту песню я не могла. Замечательное чувство юмора. Ну, это у меня не отнимать, это есть, да. Вот. Я говорю, и вот как я ушла, я перестала петь эту песню, поет ее Ядя и Саша, ну, я спокойно совершенно. И вот однажды на съемку программы «Золотая коллекция белорусской песни» группа «Фристайл» спели «Малиновку». И я попробовала, мне подходит. Я обратилась к ним, они мне потом по электронке прислали аккомпанемент с подпевками. Я сейчас в своих концертах «Малиновку» пою. Это Вот, очень да, замечательная, вот так. приятная новость для поклонников вашего творчества. Да, Малиновка да. вернулась. Ну, а я пою не одна, со мной поет весь зал, как всегда. После декретного пришла в филармонию, начала, ну, я узнала, что я не вернусь в Веросып. Я поехала с чаровницами работать, потому что жить-то надо, зарабатывать надо. А почему чаровницы? Потому что с ними работал мой муж, директором их. Поэтому я спокойно знала, что
я не пропаду. Вот 3 песни взяла и поехала с ними. И вот чем больше пою, чем больше распеваю, все у меня хуже и хуже, хуже и хуже. И я потом обратилась к врачу. А оказалось, у меня несмыкание во всех регистрах. Несмыкание связок, мне вообще категорически нельзя даже разговаривать. И вот я ровно месяц молчала. Ровно месяц я была на больничном, мне больничный не хотели продлять, потому что мне ничего не болит, ну что за болезнь такая? Но мне уколы делали, и я молчала. Все. А дальше что? Дальше у меня звук, я вокалом занимаюсь, понимаю, что звук должен идти сюда, а у меня вот пошел в затылок. И вот тут что делать? Я пришла, у нас педагог была Ирина Александровна Полянская. Вот говорит, делайте, что хотите, верните мне голос мой. Показала, что происходит. Ну, в общем, много пришлось заниматься, долго. Самое интересное вот что. Она мне ни разу не показала свой голос. Она мне объясняла, вот это педагог от Бога, понимаете? Она мне объясняла, и мне так это доходчиво все. У меня вернулся голос, слава Богу. Надежда, я хочу обратиться к нашим архивам, пообещала, что сегодня мы это будем делать часто, к вашим воспоминаниям и к нашему архиву. Мы нашли видео, это запись творческого вечера, посвященного юбилею Ирины Александровны Полянской. Ах, любовь моя, запоздалая, постучала ты тихо в дверь мою, не слыхала я. Ой, как я люблю эту песню. И осталась ты безответною, не слыхала я, не пускала я, и осталась ты безответною. Я тебя ждала, много слез лила, а нашла любовь беспризорную. Так жила-была, деток нажила, прослыла у всех девкой вздорною. Так жила-была, деток нажила, прослыла у всех девкой вздорною. Дома, когда репетирую, пою песню «Ксения». Не могу петь, плачу. Там вот текст такой, так меня трогает, плачу. Прихожу на урок и рассказываю. И начинаю петь, все, у меня уже кома. Ирина Александровна говорит, а ты спой так, чтобы я заплакала. А то я ж сама себе надумаю, сама себе сижу, пою и плачу. А надо больше эмоций, наверное, дать так, чтобы зрители заплакали. Ну, научила. Платье для девчины шили на веселье, и краучиха Ксения, ты день не присела, шила, майстровала, шелком вышивала, над сукенкой шлюбной тихенько спевала. Море чорне глибока, де глибі моя дуга, з'їхав миленький далеко, море усохло в берегах. Вот действительно замечательное продолжение истории. Вы, голос восстанавливается, и вы даже едете на конкурс, становитесь его дипломанткой. Так еще рассказывайте. На конкурс этот надо было как-то вырваться, это тоже проблемы были. У меня все время проблемы. Мне вот кому-то вот что-то бывает так вот на руках и всю дорогу. А мне все время с препятствием. Но как это очень мобилизует. Закаляет характер. Закаляет, вот. Это я все привыкла в Верасах, когда там же у нас руководители были. Они все за нас, мы уже как это исполнители. А тут вот сама. Я подготовила песню «Мой миленький захворел». Киселёчку захотел. А причем она так, гитарист мне помог разнообразить аккомпанемент, потому что, уже вокально всю эту структуру я придумала сама. Просто прям маленький спектакль получился. Вот. Потом песня «Ой, Реченька», вот это моя самая первая обработка народной песни «Реченька».
И одну песню все-таки сделали с музыкантами. Вот поехали. 5 человек из филармонии, 1 с радио, Валентина Пархоменко. Вот Валентина Пархоменко стала лауреатом, а я дипломантом. Все остальные из филармонии никто не прошел. А дипломант, ну, то есть было 86, по-моему, или 89 участников со всего Советского Союза и 6 призовых мест. Вот я в этом призовом месте. Когда я получила звание дипломанта, я уже здесь, в Минске, непосредственно получаю возможность, разрешение на работу отделения. То есть я работала номером, а тут мне уже можно было работать отделение. Это замечательно. Да, но самое интересное, с кем меня соединили. Я народные песни с гитарой, пару авторских, вот, какие у меня были, и ансамбль современного балета «Сенс». Девочки, мальчики, которые в купальниках блестящих этих вот выходят, да, у них современная такая музыка. И я ничего. Потом уже стала готовить программу с группой «Сузорье». У них своя публика, они очень популярны были среди молодежи. У меня другая совершенно публика. Но сделали программу, Игорь Поливода делал аранжировки всех песен. Все взяли фольклорные, все белорусские народные и много шуточных. Но вот и он делал аранжировки, учитывая рок-музыкантов, ну и инструменты, соответственно. А потом все распалось. И я стала работать с Анной Павловной Рыжковой, заслуженной артисткой Республики Беларусь. Это актриса разговорного жанра. Скажите, пожалуйста, ваша дочка не пошла по вашим стопам? Нет, да? нет. Я ее брала на гастроли, когда с балетом работала. Она же насмотрится, а потом приезжает домой и папе за кресло спрячется. Выступает Ольга Борисовна Белая. Выходит, кланяется лбом прям в пол. И давай танцевать, эти движения все, это, как они танцуют. Это были такие концерты, просто чудо. Никогда не забуду один случай, когда у нее вырвали зуб, прям на гастролях там. И, значит, сказали не кушать, 2 часа не кушать. А как? Только из дому, только, да, дай что-нибудь, булочку там, бутерброд пожевать, конфетку. Ну, вот, а мы прямо там же, вот перед концертом я с ней сбегала к врачу, потому что плакала, болела, вот вырвали зуб, нельзя кушать. А когда можно? Я говорю, Оленька, посчитай, я буду петь там 8-ю песню, после 8-й песни можешь взять булочку. И я стою на сцене и слышу, как она громко считает 1, песня кончилась, 2, за кулисами, и только 8-я, смотрю, уже такая счастливая с булкой стоит. Вот так вот. Ну и она не приобщилась к этой жизни артистической. Надежда, в наших архивах мы нашли запись. Это интервью с вашей дочерью, снято в 1997 году. Я предлагаю, мы сейчас посмотрим на экране, а также я хочу, чтобы вы вспомнили и прокомментировали, какую же песню вы посвятили дочери. Сейчас посмотрим, да. Ты хотела бы, например, добиться того же в жизни, чего добилась она? У меня не получится. Я бы хотела, но у меня это не получится. Почему ты так думаешь? У меня нет связи голоса со слухом. Нет, ну не обязательно только в пении, может быть, в чем-то другом, но, по крайней мере, так сказать, стремиться к этому. Нет. Ты считаешь, что природа отдыхает на детях талантливых родителей? Наверное. Я очень люблю свою маму, и я скучаю, когда ее нету. И она мне очень нужна. У вас с дочкой остались такие же доверительные отношения, трепетные. Да, Чувствуется, да, как да. она с такой трепетностью, нежностью к вам относится. Все в тебе от меня, нежность взгляда и душа. Как люблю я тебя, жизнь с тобой так хороша. Саша Балашов. Вот он написал слова и музыку. Я так благодарна ему. Солнце, луч, ветерок, что принес в мой дом покой. Я люблю тебя, родная, Оленька моя. Ты, дочушка дорогая, вместе ты и я. Мы сегодня очень много говорим об ансамбле «Верасы». Состав менялся, уходили музыканты, приходили, уходили, приходили солисты. И вот через 20 лет собирается вновь
по возможности тот из первых, да, составов, Конечно. я помню. Весь тот состав, Вот, абсолютно. вас точно, было да. много, какими вы были, и мы можем сейчас вот даже уже попросить, чтобы нам показали фрагмент 20 из лет концерта. Трогательно, очень трогательно, вот то, что мы собрались. В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Неужели не вернется снова этой летней ночи забытье? Тихий шепот голоса родного, легкое дыхание твое. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. А если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Я не ошибусь, если скажу, что вы мультиинструменталист, потому что, ну что у нас есть? У нас гитара, губная гармошка, дудочка, балалайка. А я на аккордеоне закончила да. училище. Сколько? Инструментов 10 будет? Ну, это на всем понемножку, конечно. Когда в училище учился, я на первая балалайка в оркестре была. На домре мы проходили тоже на домре. Мне все это нравилось. Горка знайшла мухомора, з хлопцем нелюбом пішла у ліс учора. Не такий, як казача, пасє коніка майго віхром скача. Не такий, як казача, пасє коніка майго віхром скача. Скажите, пожалуйста, с какими композиторами вот еще вы сотрудничали? Ну вот я сотрудничала очень какие программы? С Володей Будником, Эдуард Зарицкий, Долголев, Дима Долголев, и Лучинок звучит, и Ханок. У меня есть в репертуаре песня Иванова Валеры. Я познакомилась с автором, который... Она не может ни одного человека оставить равнодушным. Это Ольга Патрий. Я ее очень много раз видела, но не была знакома. Она незрячая. Она выходит на сцену, играет на пианино и поет божественный, ангельский голос. Просто... И у нее такие мелодии, такие слова, ну, что, я говорю, доходит сразу в сердце. И я поехала к ней домой однажды с подружкой своей. Взяла диктофон и вот говорю: Оля, может быть, что-нибудь у тебя есть для меня? Она мне напела несколько песен. Я плакала, и подружка моя плакала, когда она пела. Я взяла эти песни. Одну сделали мы с Гришей Полищуком, дуэт. Это мелодия романса. И песня «Я жду тебя». Ну, песня действительно очень достойная. Опять осенний дождь стучит в мое окно. Когда же ты придешь? Я жду тебя давно. Твой ужин на столе в который раз остыл. С утра прошло 100 лет, 101 вечер был. Ну как нам дальше жить? Мне нужно это знать. Ну сколько же, скажи, могу тебя я ждать? Возьму и растворюсь в небесной мгле густой, и ангелом явлюсь к тебе порой ночной. Вот так и жизнь прошла, мой звездный час настал. Я славной не была, и ты не идеал. Но раз моя судьба с твоей обручена, в душе звучит мольба, я не могу одна. Ну как нам дальше жить? Мне нужно это знать. Ну сколько же, скажи,
Могу тебя я ждать, возьму и растворюсь в небесной мгле густой, и ангелом явлюсь к тебе порой ночной. С Олей Патрией нам приходилось несколько концертов работать в Новогрудской епархии. Значит, состав такой был: Надя Микулич, Толя Длуцкий, Валентина Поликанина, Оля Патрий и Виктор Манаев. Вот. И мы пели там, они читали на духовную тему. У меня есть 2 песни. Это «Покаяние» и «Молитва». А Оля выходила, за пианино садилась, ее просто не отпускали. Она когда пела, я говорю, вот же божественный голос, дал Бог такой голос, это вообще. Она всегда свои песни поет. Вот. Так что я благодарна, конечно, судьбе, что вот меня свела с ней. Когда вы сами начали писать? Почему? Я когда работала с Анной Павловной Рыжковой, она же много стихов знает, белорусских авторов. И она мне приносила слова, стихи, и говорит, так, чтобы песня была готова. Я говорю, да я не композитор, я не могу. Нет, Любочка, умеешь, можешь. Ну ладно, сяду. И получается красиво. Вот у меня есть на стихи Евдокии Лось, Эдди Огнецвет у меня есть, да. «Чаровник летит на месяц». Аранжировку сделали. Они все эти песни вот на фонде радио, кстати. Они очень часто звучат. В старом дворе, где каштаны цветут, в дальней беседке забытой 2 гитары поют грустную песенку Битлз. Как же наивны мы были с тобой, звали школьную дружбу любовью, мы забыли о ней, лишь звучит yesterday. В старом дворе, где каштаны цветут, больше не встречусь с тобой, я с другим, ты с другой, и ничего не вернуть, и только этот мотив никогда не уйдет, будет юной всегда память солнечных дней, как вчера yesterday. Надежда, мы сегодня, если не увидели наши фондовые записи, то, по крайней мере, вы об этом очень рассказали, что если по жанрам, то патриотическая песня была, да? Народная. Народная была. Вы рассказали о тех композиторах и поэтах, с которыми вы сотрудничали. А вот все-таки есть какой-то еще жанр, в котором бы вы хотели себя попробовать? Когда-то по молодости, конечно, хотела. И когда в Сузоре работали, мне бы хотелось попробовать. Но там надо, наверное, кричать. Но почему нет? Ну, не получилось попробовать. Но мне казалось, что если бы я попробовала, если бы из меня кто-нибудь все можно было лепить, и все можно было бы делать. Ну, насчет джаза, может быть, тоже хотелось, но я нигде не пересекалась с джазистами, чтобы попробовать. Скажите, пожалуйста, мы очень часто в программах, понятно, больше внимания уделяем творчеству человека, как он, с чего начинал, как происходило его взросление. И всегда остается одно из самого интересного для наших телезрителей. Это ваша жизнь, ваша вне сцены, ваше свободное время, ваше увлечение. Ведь это тоже безумно интересно. Вы уходите, концерт заканчивается, вы уходите со сцены, вы снимаете костюм, вы как обычный человек, конечно, идете и занимаетесь своими делами. Наслышана о том, что вы такая заядлая рыбачка. Рыба просто сама бросается на крючок. Расскажите про это. Когда приехало телевидение снимать меня, именно как я ловлю рыбу, в этот период как раз до их приезда, не клевало ни разу. А тут они приезжают, что делать? Поехали, попросились к водоем мужчина, который живет в конце деревни, у него там собственный. Рыбка с ума сошла, я не успевала кидать. А оператор, как, откуда? А я только кину, уже клюет. Натягала тогда пол бидона.
Вот они уже уехали, потому что уже нас снимали вот так, вот просто поразились. А я думаю, какая рыбка хорошая, она меня просто не подвела. Они уехали, я еще немножко половила, потом этот бидончик и в свой карьер, который возле дома, туда запустил, потому что прихожу, как будто выловили все. Рыбачить очень люблю. У меня даже есть шарж. Это было в журнале «Крокодил». Гармаза есть такой, Анатолий Гармаза. Так он мне сделал уже портрет и в рамочку поставил вот такой большой портрет, где я, значит, гитара, от гитары леска, ведро, и я ловлю рыбу. Вот так, да. А ваши дачные опыты? Ведь когда-то вы с мужем, как молодые, начинающие дачники, самое первое... решили освоить, так сказать, какие-то, да, причем не он, не я гектары. в земле никогда не... А тут решили, значит, дом купили, решили огород. И вот посадили картошку. Первый раз. А на следующий день гости приехали, а есть нечего. Мы ее выкопали и сварили. Как китайцы с рисом, да? Очень кусить хочется. Так и мы эту картошку. Это вообще что-то было. Ну что ж, это очень хорошо, то, что вы такие гостеприимные хозяева. Вот я предлагаю сейчас, импровизированно, скажем так, встретить гостей на Новый год вместе в компании Надежды Микулич. Да, давайте. От веков далеких мусить кажуть так на Беларуси, что пустая хата без гостей. Гость у доме появился, хай хоть з неба ён звалился, ты зови за стол яго хутчэй. И любая стихне сварка, пачакае гаспадарка, гэта справа не гарыць. И не чарка, и не скварка, а галоўнае пагаварыць. Гости мои, дорогие мои, золотые мои, дрэнна без вас и порою вечерняй и ранней. Гости мои, дорогие мои, золотые мои, дом без гостей, як сям'я без дзяцей и кахання. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня были нашей гостьей. Вы пришли в наш кинозал, вы поделились своими воспоминаниями, вы рассказали много о себе, о своей семье, о своем творчестве. Я надеюсь, что интересно было и нашим слушателям, и вам, да. что какие-то записи помогли вам вспомнить приятные моменты в вашей жизни, ваших коллег по сцене, авторов. И вот хочется пожелать, чтобы то, что вы говорите, приближается 45-летие, да, творчества. Да, вот пусть оно приблизится уверенно, и все получится. У вас будут новые песни, новые творческие поездки, авторы, самой вам вдохновение. Спасибо. И чтобы продолжались встречи ваши с любимыми зрителями, теми, кому вы выходите, кому дарите свое творчество. И пусть будут и слезы в зале. Ну, это слезы, они, ну а как, если есть тексты такие, это у каждого есть какие-то воспоминания, может, кого-то тронут. Я ведь просто так песни не беру в репертуар. Они обязательно должны быть с каким-то сюжетом. Значит, кого-то тронуло, значит, я правильно сделала. Поэтому правильно. Пусть будут разные сюжеты, Пусть, и лирические, да, и веселые, и будет продолжение. Пока я есть, я буду еще петь. Человеку друг, это истина людям известна. Почему же, скажите вдруг, почему же, скажите вдруг, захотелось мне спеть эту песню? Что там за памятью нашей скрывается, сердцу напомнить пора. Все забывается, кроме горя, любви и добра.
Не ищите на солнце тень, не гоните внезапную жалость. Научитесь любить людей, научитесь любить людей, понимая их силу и слабость. Что там за памятью нашей скрывается, сердцу напомнить пора. Все забывается, кроме горя, любви и добра. Излучайте души тепло, а иначе все помыслы тщетны. Надо только, чтоб к вам пришло, надо только, чтоб к вам пришло это чувство прекрасное, щедрость. Эту песню я вам пою для того, чтоб еще раз напомнить: зря прожить можно жизнь свою, зря прожить можно жизнь свою, не придя к человеку на помощь. Паважаныя тэлегледачы, мы зноў пазнаёмілі вас з тым, што захоўваецца ў вялікім кінавідэафондзе Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Глядзіце нас, пішыце нам, замаўляйце матэрыялы, якія вас цікавяць. Кантакты на экране.